Мы продолжаем рассказывать истории людей, развивающих бизнес в Кыргызстане. В сегодняшней программе мы узнаем о ручном труде, о нюансах швейного бизнеса и об особенностях инвестиций в нашей республике. Швейный бизнес активно развивается в нашей стране. По данным Ассоциации легкой промышленности, в сфере швейной индустрии заняты 300 тысяч человек, из них около 80% – женщины. В ассоциации зарегистрировано более 700 компаний, в каждой из которых работают от 20 до 300 человек. 95% продукции экспортируется в Россию, Казахстан и с недавнего времени в Беларусь. Наша героиня Махаббат вот уже 10 лет возглавляет собственный дом моды, является дизайнером этноодежды с современными тенденциями и активно продвигает национальную одежду за рубежом. Я Саманчиева Махаббат, этнодизайнер и руководитель и основатель Дома моды Руслана Ваим. Дом моды Руслана Ваим существует на рынке 10 лет. Мы шьем национальную одежду, национальные головные уборы. Национальных головных уборах мы используем войлок натуральный, такмакский и сокулукский. А в одеждах национальных мы используем ткани, в основном привозные с Индии и с Китая. Наши войлочные изделия очень ценятся за рубежом, потому что она натуральная и все делается вручную, как бы живет там энергетика. В данный момент мы в поисках инвесторов, потому что я вот хотела бы купить. В прошлом году, когда была на выставке в Китае, посмотрела машинки, которые делают на несколько операций, с ними работа бы наша облегчилась бы, и дорогостоящие лекальные машины. Вот я сейчас ищу в поисках инвесторов, которые могли бы мне купить эти дорогостоящие оборудования и также покупки тканей. Предположим, есть молодой человек, у которого есть идея построить булочную, построить рыб разводить или, я не знаю, расфасовывать, разные идеи. У вас есть на самом деле 4 больших источника. Первый – это ваши собственные средства, как всегда их не хватает. Второе – это привлечь деньги со стороны партнеров, друзей, знакомых, родственников, которые могут на стартовом начале, ну и, конечно, наши вечные спонсоры – это родители, могут выделить средства под вашу идею. Это второй источник. Третий источник, который является самым распространенным в Кыргызстане, это получение кредита. И наши банки активно из года в год увеличивают кредитный портфель. Но есть еще более глубокий источник, это фондовый рынок. К сожалению, в Кыргызстане вот этот 4-й сегмент, это привлечение инвестиций через фондовый рынок, он плохо развит, а можно сказать даже недоразвит. Коллекцияны Кыргыздын таланттуу дизайнери Махаббат Саманчиева тарабынан уюштурулган. Назарыңыздарда дизайнер Махаббат Саманчиеванын белдемчи коллекциясы. Самая главная моя идея была эксклюзивную одежду, создавать эксклюзивную одежду, и чтобы молодежь носила это национальную одежду, потому что когда говоришь бельдемчи, у них такое сразу, или национальная одежда, у них такое как будто старая, забытая. А вот моя идея была старая, забытая национальную одежду создать такую в стиле современном, чтобы носили именно молодежь, чтобы потом это с поколения в поколение возрождалось и не забывалось. Сиздерге белдемчи коллекциясы сунушталып жатат. Коллекциянын жаратуучусу Кыргыздын белгилүү дизайнери Махаббат Саманчиеваны дүркүрөгөн кол чабуулар менен куттуктайбыз.
Половина себестоимости изделия составляет покупка тканей. В Кыргызстане ткани не производятся, поэтому предприниматели в швейном бизнесе вынуждены покупать импортные ткани, что повышает себестоимость и, соответственно, понижает прибыль. Махаббат собственноручно выбирает ткани и фурнитуру. Мы шьем национальную одежду, у нас 3 направления, то есть головные уборы и аксессуары, и одежда верхняя, и национальное традиционное платье казузату. Многие ремесленники обучаются у наставников. Швей готовят 4 лицея в Бишкеке. 4 вуза обучают технологов, конструкторов и дизайнеров. Средняя заработная плата швеи составляет от 3000 до 10 тысяч в неделю. Зарплата технолога – до $1000 в месяц. Закройщика – около $600-800 в месяц. Комплект швейного оборудования в среднем стоит от $300 до $500. За существование 10 лет, когда мы только начинали, конечно, много было трудностей, особенно в плане финансов. Потому что, когда начинаешь, не знаешь, какую ткань взять и какая модель хорошо пойдет. В нашей сфере конкурентов очень много, поэтому каждый раз нам надо создавать что-то новое, что-то такое, которое у других нету, всегда в поисках. Но это очень интересно. Средняя стоимость одного изделия – 7500 сомов. Себестоимость простого платья – около 5000, включая материалы и оплату труда. Однако цена некоторых коллекционных изделий достигает 50-70 тысяч сомов. В доме моды Русланова Аим 7 человек, 2 дизайнера, Махаббат и ее дочь Аим, 1 закройщица, 2 швеи, мастер по кураку и мастер по вышивке. На одно изделие уходит неделя. Выбираем модель, какую модель будем шить, потом идем покупаем ткань, а потом ее кроим, разрабатываем, потом уже начинаем шить. То есть от сложности в зависимости. Если платье сложное, очень много работы, то есть там и печворк используется, и ручная работа, и ручной работы очень много, то получается работы на 2 недели. А если такое среднее платье, то работа на неделю. Я сначала на эскиз набрасываю рисунки, и потом мы советуемся с мамой, что, как, где и какую ткань мы будем подбирать под этот фасон. И потом я дорисовываю все и тщательно обрабатываю каждую деталь, каждый момент, чтобы все совпадало, ткань с кураком или с вышивкой, чтобы это все смотрелось гармонично. Махаббат не нашла инвестиции на дорогостоящее оборудование, но удалось получить грант в размере $2000, который она использовала для создания 2 новых коллекций. Я закупила ткани, то, что дорогие, которые натуральные шелка, и стразы сваровские. То есть все, что мне помогли инвесторы, я использовала для своих коллекций, которые я давно мечтала выпустить и хотела. При хорошем подходе с тканями и с дизайнами можно 1 к 1 получить, если это будет такая коллекция, которая на высшем уровне. То есть это тоже рассчитано на экспорт. Натуральные материалы, ручной труд, уникальность и дань традиции, одежда и аксессуары с этническими мотивами стали модной тенденцией среди бишкекчан и иностранцев, ищущих сувениры и подарки. Этнотематика стала уместна не только на традиционных праздниках, но и в повседневном гардеробе. Сейчас у нас модно би-номад, будь кочевником. Мы все кочевники, мы все выходцы кочевого народа, поэтому сейчас у нас больше части заходят все равно именно наше местное население. И я очень этому рада, потому что у нас заходит именно молодежь, молодое поколение, они приходят за нашими шапочками, им это интересно, надевать именно войлочные шапки, они не хотят идти, например, куда-то, там искать что-то другое. Именно понимание, осознание, наверное, того, что это делается вручную от начала и до конца. То, что войлок не покупной, войлок все это валяется у нас на производстве, все мы это делаем
шерсть чистим, потом мы ее моем, потом мы ее красим, потом мы ее валяем, а потом только из этого войлока создаем эту шапку. И это уже мы, получается, передаем не просто какое-то шикарное изделие, мы передаем просто ценность народу, наверное. То, что вот такое предание, да, то, что нам оставили наши предки. Потому что у нас приходят невесты с мамами, они в основном здесь в поисках именно того, что положить в приданое, в сундук. Это добавочно они берут шердак, тушкизы смотрят. И они просматривали всегда наши платья. Но у нас платья именно этнические. Поэтому мы пригласили Махаббат Саманчиеву, чтобы с ней вместе поработать. И у нас получилась очень такая удачная, хорошая коллекция. В цветовой гамме такая была, все-таки задавали мы светлую более гамму, айвори, все такое кремовое, белое. Я думаю, что настало время, когда наши швейные цеха, где они вот брали лекала из Италии, из Турции, привозили, здесь их раскраивали, потом копировали и отшивали туда, этот период уже прошел или он уже проходит. Я думаю, что настало время, когда швейные цеха должны создаваться бренды дизайнерские, потому что самый большой доход получает не тот, кто шьет. Самый большой доход получает тот, кто придумывает. Здесь ее отличительной чертой от многих цехов, которые просто работают на массовость, эта женщина, она старается создать эксклюзивные дизайнерские вещи. И надеюсь, что за счет эксклюзивности и дизайнерства она сможет создать бренд. И за счет вот этого бренда она сможет создать компанию, которая будет получать гораздо больше. И произойдет объединение между цехами, которые шьют, и людьми, которые придумывают и создают бренды и дизайны. Участие в международных показах – неотъемлемая часть работы дизайнера одежды. Расходы на такие поездки, включая стоимость питания, проживания, авиаперелет и авиаперевозки, ложатся на участников, но это позволяет выходить на экспорт в другие страны. Махаббат участвует в показах и выставках дважды в год. Зарубежные партнеры находить, конечно, вначале очень сложно было, когда тебя никто не знает. Очень тяжело было. Но так как мы уже 10 лет на рынке, у нас уже есть свои постоянные клиенты, с которыми постоянно работаем, вместе развиваемся, вместе растем. На сегодняшний день мы тесно работаем с Турцией, потому что там уже нас знают. Мы не раз ездили туда своими национальными одеждами. Там уже нашу Бельдемчу уже знают все, уже покупатели свои есть постоянные. Также работаем с Германией, с Берлином, с Токио работаем с Японией. Также вот в будущем, сейчас уже начали работать и с Кореей. Мы не хотим останавливаться на этом, мы будем двигаться дальше. В этой программе мы рассказали об особенностях бизнеса в индустрии моды. В следующей передаче вы узнаете о прибыльности ведения рыбного хозяйства, о том, какие сорта рыб выращиваются в Кыргызстане, о рисках и о многом другом.